Доброе утро, Якутия! Мы рады приветствовать вас сегодня именно в этой студии. С вами Глаголева Елизавета и Павел Танин. Заряжайтесь бодростью, позитивом, узнавайте вместе с нами новости этого дня. Этого дня и не только новости, а вообще много полезной информации. На календаре 20 сентября, среда, день недели, это даже не пятница, это даже не четверг, всего лишь середина недели. И на самом деле переломный такой момент, поэтому к этому переломному моменту мы подготовились очень хорошо. Ну, во-первых, с чего утро начать, если день, думаете, будет тяжеловат? Конечно же, нужно будет хорошо подкрепиться. Как это сделать, мы вам сегодня расскажем. Одну из вариаций завтрака покажем. И если хотите готовить ее вместе с нами, то приоткрою завесу тайны, немножко картошки вам нужно приготовить для этого события. Ну и, конечно же, к хорошему завтраку нужно что? Хороший крепкий кофе, особенно если ты просыпаешься очень рано утром. Да, и особенно если вы где-то на природе собираетесь проснуться, а без кофе никак не можете. Вот что делать в этой ситуации? Конечно же, у нас температурный режим опускается, мы движемся в осень, мы приближаемся в какой-то степени уже к зиме, и появляются в нашем обиходе, в гардеробе вновь забытые весной шапки. Вот как за ними ухаживать, что делать, тоже будем сегодня вам рассказывать. Помимо этого, гости в студии у нас сегодня ожидаются, мы с ними поговорим на интересные темы. И не забывайте про наш телеграм-канал. Ссылку на него видите внизу. Там же есть QR-код, который можно отсканировать при помощи вашего смартфона. Ну а прямо сейчас, по традиции, начнем эфир, конечно же, с информации о погоде. В 6 часов утра по данным Гидромедцентра сегодня в центральных районах Якутии температура воздуха от минус 11 до минус 5. В заречной группе от минус 7 до минус 2, в южных от минус 10 до минус 7. В Вилюйской группе плюс 1, плюс 3, в Нижнеленских от минус 5 до 0, в западных районах от минус 3 до 5 со знаком плюс, в Колымо-Индигирской группе Улусов от 0 до 3 градусов тепла. В Янских районах от минус 9 до минус 3, на северо-западе от плюс 1 до плюс 2. В городе Якутске температура воздуха в 6 часов утра остановилась на отметке минус 3 градуса, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Сегодня днем в столице республики ожидается без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду, температура воздуха днем сегодня в Якутске прогреется максимум до 10 градусов тепла. Ну а сезон молодой картошечки в самом разгаре. Если вы уже наели жареной картошки и душа просит что-то новенького, каких-нибудь экспериментов, присмотритесь к блюдам от опытных поваров. Вот, к примеру, драники непростые от шеф-повара, который поделится рецептом и раскроет полезные лайфхаки. Они обязательно пригодятся вам на кухне. Доброе утро! Сегодня готовим драники картофельные. Подавать будем с лососем слабосоленым. Можете с другой, какой-нибудь рыбой. Для этого понадобится картофель, 3 штучки. Натираем на мелкой терке. Одно яйцо. Немного муки. И сметана. Соль, перец. И перемешиваем. Все до однородной массы. Все, переходим на кухню к приготовлению драников. Пока драники у нас запекаются в духовке, мы подготовим рыбу. У меня слабосоленая форель. Вы можете взять рыбу на любой вкус. Можете посолить сами, можете купить соленую.
мы солим сами. Рыбу нужно нарезать на небольшие кубики. Ну, опять же, по ваше усмотрение. Я люблю так. Наши драники пойдем проверим. Скорее всего, они готовы. И будем приступать к отдаче блюда. Наши драники готовы, приступаем к отдаче. Вкладываем драник. Немного сметаны. Нашу слабосоленую форель. Микрозелень. И дольку лимона. Приятного аппетита! Ну, выглядит очень аппетитно, но мы продолжаем. Когда вы подарите квартиру, участок или дом, то навсегда потеряете права на них. Это значит, что в любой момент вы можете лишиться имущества или вовсе остаться на улице. Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужно быть уверенным в своих близких, а также знать нюансы процедуры дарения. Какие документы следует подготовить, например. Как правильно оформить договор? Нужны ли услуги нотариуса? На эти и другие вопросы нам ответит юрисконсульт отдела правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи Центра «Мои документы» Юлия Ядреева. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Вот. Ну, вообще начнем, да, с просвещения, скажем так. Что такое договор дарения? Договор дарения — это когда одна сторона, даритель, отчуждает свое имущество безвозмездно второй стороне, то есть одаряемому. Это может быть любая вещь, это может быть какое-то имущественное право. Ну, то есть вот так в целом. То есть как купля-продажа, только без денег. Да, без денег, то есть эта сделка безвозмездная должна быть обязательно. В ней участвуют две стороны. А какие объекты входят в дарение? В дарении может быть все что угодно, от недвижимости, авто, до картин, драгоценностей, ну, денег в том числе, ну, либо там фотографии, какие-то свои личные вещи человек может подарить. То есть, в принципе, можно все что угодно Да. через договор дарения подарить. Представьте, на дне рождения так делать. Очень хороший подарок. я Вот. считаю. Но а какие документы нужно, чтобы договор этот составить? Для составления договора нужны паспорта сторон и свидетельство о праве на недвижимость, в случае, если это недвижимость, да. И если нет свидетельства о праве на недвижимость, то выписка из ЕГРН. То есть во всех остальных случаях договор может быть просто устный. Ну, а вообще, вот, наверное, такой ключевой, да, интересный момент, потому что, ну, договоры дарения, как правило, да, я так вот, по наблюдениям, все-таки заключают именно в сделках с недвижимостью. И в связи Чаще с этим, всего. в связи с этим, влагается ли вот именно дарение НДФЛ? Ну, смотрите, если сделка происходит между близкими родственниками, ну, то есть это мама, ребенок, допустим, там, да, или муж жене, там, или брат сестре, например, да, родные братья, сестры, мы не говорим о двоюродных или троюродных братьях, да, то такая сделка облагаться налогом не будет. Да, ну, все уже, ну, остальные лица, в том числе и юридические лица, которые дарят какой-то подарок, да, физическому лицу, эта сделка в том числе будет облагаться налогом. А налог будет высчитываться тогда из чего? Вот, к примеру, не родственники, да, один другому дарит квартиру, условно. А какой НДФЛ, из чего он будет рассчитываться, заплатит, видимо, тот, кто получает, да? Тот, кто получил в дар, заплатит НДФЛ из расчета стоимости квартиры, то есть это 13% от стоимости квартиры. А стоимость тут важно знать, она как-то, какая именно? Ее рассчитает налоговая служба. Ее рассчитает налоговая служба. Вот. Ну а в каких случаях составляется нотариальная форма, когда дарится? Да, нотариальная форма составляется в случаях, если дарится, например, доля. Если человек владеет долей в квартире, и он отчуждает ее, да, тогда это обязательно нотариальная сделка. Либо когда дарителем выступает несовершеннолетний ребенок, либо лицо недееспособное. То есть вот эти сделки, они обязательно нотариальные. Во всех остальных случаях, в принципе, простая письменная форма. То есть, если как бы цельный объект
отдается в дар, тогда можно и без нотариуса, собственно, Да, обойтись. совершенно верно. Вот. Ну и главный вопрос, наверное, вдруг кому-то сейчас нужно составлять договор дарения, можно ли обратиться в центр «Мои документы» сейчас для составления договора непосредственно Да, дарения? конечно, на базе центра «Мои документы» можно обратиться к нам в головной офис на Мусова, 18. Мы сидим там, юристы именно. То есть можно к нам записаться на личный прием. Вот. Также во всех наших филиалах такие договоры составляются, то есть по городу Якутску. И также можно обратиться в районные отделения по республике для того, чтобы сделать заявку на то, чтобы составили договор. Может быть, есть еще какие-нибудь способы, как можно обратиться? Допустим, если Электронные, человек очень например. занят, электронно или позвонить по Да, телефону. можно обратиться через региональный портал государственных услуг Е-Якутия. Также можно обратиться по Почте России, написав письмо. Вот, его рассмотрят обязательно. Ну, вот и все. То есть приходим лично, обращаемся через Е-Якутия, через портал госуслуг республики, и либо же можем по почте отправить письмо. Вот. Ну и, наверное, главный вопрос в плане составления договора, да, то есть документы мы уже усвоили, да, что в принципе достаточно паспорта, кроме... Так, а я вот что-то немножко забыл уже, да. В целом пакет документов, я думаю, это тоже можно где-то на сайте посмотреть. Да, можно смотреть. И вот если вы, это простая, да, форма, паспорт и договор, то есть не договор, а документы на недвижимость. В случае, если вы дарите недвижимость, могут потребоваться и дополнительные документы, такие как свидетельство о рождении ребенка, если отчуждает ребенок несовершеннолетний, да. Также может потребоваться свидетельство о заключении брака, и также может потребоваться согласие супруга. Как долго составляется договор, в какой срок? Мы составляем договор, если к нам обращаются на месте, в течение получаса примерно. Если же это берется в работу, да, поступившие заявления с портала, например, или по почте, то это 5 рабочих дней. Ну и завершая буквально в 2 словах, как часто вообще у нас наши якутяне оформляют именно договоры дарения? Очень часто в последнее время. Достаточно распространенная услуга. Юлия, спасибо большое за полезную информацию. Большое. В общем, если вам нужно договор дарения составить, можете всегда обратиться в центр «Мои документы» в любой почти что форме. Желаем вам успехов в вашей работе, дорогие телезрители. Ну а мы прямо сейчас готовы прерваться на короткую паузу, после которой мы вернемся, продолжим наш эфир и расскажем еще много-много чего интересного, в том числе и про кофе поговорим, и про головные уборы. Доброе утро, коллеги! Доброе утро, Якутия! В эфире блок новостей. Правительство утвердило параметры внедрения сельскохозяйственных беспилотников в 12 регионах. Это позволит использовать беспилотные авиационные системы для борьбы с вредителями в сельском хозяйстве. В проекте примут участие Татарстан, Алтайский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области. Во время проведения эксперимента на этих территориях будут действовать особые условия регулирования – экспериментальные правовые режимы по эксплуатации беспилотных авиасистем. Эксперимент позволит опробировать упрощенный правовой режим для массового использования беспилотной авиации в агропромышленном комплексе. Более 1200 медицинских работников в Якутии повысили квалификацию. Они прошли на базе медицинского института СВФУ, а также российских вузов и научных медицинских центров. В этом году от учреждений здравоохранения Якутии было подано 1469 заявок на повышение квалификации медработников. На сегодня реализованы 1204. Министр здравоохранения Республики Лена Афанасьева отметила, что регулярное обновление знаний и навыков врачей способствует повышению качества медицинской помощи на всех ее этапах. Также ведется постоянное расширение программ повышения профессиональных компетенций врачей. Акция «Теплая осень» в поддержку участников СВО стартовала в Якутии. Волонтеры будут комплектовать и отправлять посылки с теплыми вещами для бойцов, находящихся на фронте. Военнослужащие смогут получить не только теплые носки, куртки, обувь, термобелье, но и частичку родного дома. Родные и близкие могут отправить на фронт личное письмо, детский рисунок, памятную фотографию или личные вещи военнослужащего. Акция продлится до 10 октября. Прием посылок для участников специальной военной операции из Якутии ведется по адресу Орджоникидзе, 10. Приносят, конечно же, и детские изделия, и письма, и сувениры, харасхалы, обереги от
каждая помощь нашего жителя, это нас так сильно объединило. Вот вся республика как один, мы просто молимся, болеем, переживаем за наших ребят и приносим сюда вот всю нашу помощь. И каждый волонтер здесь работает, конечно, бесплатно. И есть люди, которые уже целый год почти. Вот с 26 сентября мы начали работать здесь, на Орджоникидзе-10. И вот скоро, 26 сентября, будет ровно год, как работает наше общественное движение «Якутия с тобой». Первый республиканский слет волонтеров-библиотекарей проходит в Якутске. По словам организаторов, участники мероприятия смогут повысить свою финансовую грамотность. В течение 2 дней в смарт-библиотеке сотрудники из разных улусов республики пройдут мастер-классы, прослушают лекцию от партнеров проекта. Это представители 3 банков столицы и Национального банка республики, а также бизнес-тренеры. Таким образом, сотрудники библиотек получат необходимые знания и в дальнейшем смогут помочь повысить финансовую грамотность у себя в районах, что в свою очередь позволит в конечном итоге снизить количество пострадавших от рук мошенников. Игротехники будут показывать разные форматы игр, которые можно проводить у себя в библиотеках для посетителей разного возраста. То есть это будет разноформатный у нас слет, где наши коллеги смогут получить практические навыки того, какие мероприятия можно проводить у себя в библиотеках для населения именно в сфере финансовой грамотности. Русский театр Якутска едет на гастроли в Благовещенск. По сообщению пресс-службы театра, во время гастролей состоится 14 показов 7 спектаклей. Постановки будут идти каждый день на сцене Амурского театра драмы с 22 сентября по 1 октября. Для амурчан русский театр подготовил спектакли «Капитанская дочка», «Барышня-крестьянка» Александра Пушкина, «Академия смеха» Коки Метани, «Часы с кукушкой» Леонида Филатова, «Сорванец» Виктора Крылова, «Я буду ждать, даже если не придете» Анны Ячуровой. Также театр представит семейный спектакль «Кентервильское привидение» Оскара Уайльда. Как рассказал директор и художественный руководитель Александр Лобанов, театр в Благовещенске в последний раз был 5 лет назад, и амурскими зрителями был принят более чем тепло. Доброе утро! А у этого злака так много почитателей и любителей, что он удостоился своего персонального праздника. Сегодня Всемирный день риса. Рис ежегодно кормит миллиарды людей по всему миру, потому считается важнейшей на планете зерновой культурой, с чем сложно не согласиться. Чем еще отмечен этот день в календаре, узнаем далее. На календаре 20 сентября. Сегодня отмечают Всемирный день риса, День пиццы пепперони, День общественно полезного человека, День устраивания спонтанных чаепитий и Международный день летучих мышей. Из профессиональных праздников сегодня отмечают День рекрутера. Это праздник сотрудников, которые оказывают услуги по профессиональному подбору кадров. По народному календарю в эту дату чтут память преподобного Луки Каппадокийского, игумена Глубокореченского. В народе этот праздник посвящают луку. Люди начинают сбор урожая. До этого дня лук нового урожая не принято употреблять в пищу. В праздник хозяйки готовят блюда из красного и фиолетового репчатого лука. Также следили за приметами. Если на луке много шелухи, то погода будет морозной. События в этот день. В 1792 году во Франции разрешены разводы. В этот день в Санкт-Петербурге основана первая в России консерватория. В Петербурге открылись высшие бестужевские курсы, первый в России женский университет. Советский ледокол «Литки» завершил первое плавание Северным морским путем, совершенное за одну навигацию. В этот день родились Фадей Беллинсгаузен, русский мореплаватель, адмирал. Сид Чаплин, английский писатель. Григорий Пажинян, советский и российский поэт, писатель. Софи Лорен, итальянская актриса, певица, обладательница премии «Оскар». Джордж Мартин, американский писатель, сценарист, продюсер. Именины в этот день отмечают Ян, Степан, Сава, Петр, Николай, Михаил, Макар, Лука, Лев, Иван, Евгений, Григорий, Василий, Андрей, Александр.
Сила тяжести – одно из главных явлений, оказывающее большое влияние на жизнь человека на Земле. Благодаря этой силе мы можем двигаться по нашей планете, но условия в космосе полностью отличаются от земных. На космонавтах лежит большая ответственность. Для четкого выполнения поставленных задач и соблюдения безопасности им важно сохранять ясное мышление и быть в постоянной физической готовности. О силовых тренировках на Международной космической станции рассказал космонавт Константин Борисов. Всем привет с борта МКС. И из самого, наверное, необычного тренажерного зала в мире. Российский космонавт-испытатель Константин Борисов показал, как проходят его тренировки на борту Международной космической станции. Космонавт продемонстрировал силовой тренажер, как регулирует высоту перекладины и нагрузку, а затем выполняет упражнения в невесомости. Здесь же и открывается захватывающий вид на планету Земля из иллюминатора модуля. Давайте я вам сейчас покажу, что я вижу. Проплывает под нами Земля, смотрите, реки. Очень красиво. Экипаж использует многофункциональный силовой тренажер, с помощью которого можно выполнять упражнения на различные группы мышц. По словам Борисова, стандартная программа тренировки длится 1,5 часа, за которые день сменяется на ночь и снова наступает утро. Я нахожусь в модуле купола, за мной тренажер Эйрот, и у меня сейчас будет 1,5-часовая тренировка на силовом нагружателе Эйрот. Тренировка длится около 1,5 часов, поэтому она будет записана в виде таймлэпс. За это время вы увидите, как день сменяется на ночь и снова наступает утро. Борисов также отметил, что тренировки в невесомости не похожи ни на что. Однако со временем даже не отличаешь эту нагрузку от земной. Ну вот, висеть не похоже ни на что, конечно же. Но как только ты понял, что это низ, а это перекладина, и получил какое-то начальное усилие, с которым начинаешь работать, то все включается настолько быстро, что даже не отличаешь эту нагрузку от земной. Кроме того, прежде чем приступить к самостоятельным занятиям на борту МКС, космонавты проходят обязательную подготовку под наблюдением инструкторов. Сейчас я вам покажу, как работает тренажер Эйрот, и выполню на нем упражнения на мышцы разгибателя рук. Здесь, смотрите, уже установлена скамейка. Тренажер с помощью системы подвесов как будто парит в воздухе. Это нужно для того, чтобы не передавать никаких усилий от наших тренировок на корпус модуля. Вот скамейка. К скамейке я пристегиваюсь с помощью специального ремня. И здесь уже отрегулирована у меня нагрузка. И с помощью космического полотенца мы выполняем упражнения. Российский космонавт Константин Борисов прибыл на МКС 27 августа на борту американского космического корабля SpaceX Crew Dragon с экспедицией Crew 7. В состав экипажа также вошли астронавт НАСА и командир Crew 7 Жасмин Макбели, астронавт Европейского космического агентства Андреас Магинсен и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава. Константин Борисов – третий российский космонавт, полетевший на мкс на борту ракеты SpaceX. Его предшественниками стали российские космонавты Анна Кикина и Андрей Федяев, прибывшие на станцию в октябре 2022 и в марте 2023. Конечно, спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни. Он необходим каждому, даже взять за привычку дела утреннюю зарядку уже улучшает качество нашей жизни. Какие еще привычки помогут сделать утро добрым и бодрым, продуктивным, расскажет наш доктор. Не пользуйтесь телефоном сразу после пробуждения, а откройте шторы и сделайте приседания. Исследование показало, что активное использование мобильных телефонов напрямую связано с увеличением количества сообщений о депрессии как у мужчин, так и у женщин. А вот воздействие солнечного света полного спектра утром заставляет организм вырабатывать серотонин, который улучшает настроение в течение всего дня. Принимайте прохладный душ в течение 2-3 минут. Воздействие холода активизирует симпатическую нервную систему и повышает уровень бета-эндорфинов и норадреналина в крови. Температура должна быть около 20 градусов, снижать ее желательно постепенно. Позавтракайте.
Люди, которые не отказываются от завтрака, менее подавлены и чувствуют меньше стресса, чем те, которые пропускают завтрак. Пропуск завтрака приводит к низкому уровню сахара в крови, что вызывает плохое настроение, раздражительность и усталость. Вы можете добавить свои полезные привычки, например, утреннюю пробежку, 50 приседаний, тарелку зеленого салата. Начните день с бодрого утра, и позитивный настрой сохранится до самого вечера. Собираясь в поход или планируя размещение в кемпинге, мы берем с собой все самое необходимое. И без кофе тут точно не обойтись. Тем более, что для пачки любимого напитка всегда найдется место в сумке. А уж как его приготовить, выбирать вам. Мы предлагаем следующий вариант. Думаю, у большинства наших телезрителей утро начинается с кофе. Самый быстрый способ приготовить кофе – это открыть банку, насыпать кофе в кружку и залить кипятком, добавить молоко и сахар по вкусу. Но помимо этого самого простого способа существует еще более 15 видов и способов заваривания этого крепкого и бодрящего напитка. У каждого способа есть свои приверженцы, ну а я расскажу вам про заваривание кофе в походных условиях. Ну, конечно, друзья, в дальних поездках нужно, наверное, брать что-то такое, что вам будет доставлять удовольствие. И конечно, это стресс всегда для организма, когда вы находитесь вне цивилизации. Ну, а вот такие вот мелочи, допустим, могут вам привнести какую-то толику такого возврата домой, можно сказать, да, то есть о доме мы все скучаем, конечно. Вот. Ну и чашечка крепкого заваренного кофе, я думаю, украсит не одно утро вашего похода. Ну а здесь получается водичка уже окрасилась практически в коричневый цвет, соответственно, в цвет кофе. Это значит, что можно уже выключать горелку. Чайник, который находится передо мной, называется перколятор. Это не самый идеальный способ заваривания кофе, так как кипяток многократно проходит через помол. Но он простой, и это то, что нужно для походных условий. Заливаем в перколятор необходимый объем воды, ставим внутрь трубку и стальной фильтр. Насыпаем необходимое количество кофе в фильтр, закрываем крышку и ставим на огонь. По мере кипения вода через трубку будет попадать сверху на фильтр, тем самым многократно заваривая кофе. Вы сами можете регулировать крепость готового напитка, достаточно выключить горелку пораньше, либо попозже. Я выбрал для себя 5 минут после закипания. Кофе получается насыщенным и достаточно вкусным. Неважно, встречаете ли вы утро Якутии на природе или дома, самое главное – это гармония с собой и бодрое начало дня. Россияне стали рекордно часто брать отпуск за свой счет. Доля неоплачиваемых отпусков во второй половине 2022 года, начала 2023 года достигла 90%. Это рекорд за последние 12 лет. После введения западных санкций число людей, отдыхающих за свой счет, выросло до максимальных значений. Такие выводы приводят в научной статье замдиректора Центра трудовых исследований, опубликованной в журнале «Вопросы экономики». Автор работы объясняет тенденции усиливающегося давлением на сотрудников со стороны работодателей. Таким образом, компания подстраивается под новые кризисные условия. Согласно Трудовому кодексу, инициатива предоставления отпуска без сохранения зарплаты должна исходить от сотрудника, напомнили известиям в Роструде. В службе добавили, работодатель не может принудить к этому по своему усмотрению. Неоплачиваемые отпуска – это фактически форма скрытой безработицы, подчеркнула доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская. По данным Росстата, только в первом квартале этого года более 1 миллиона россиян взяли отпуск за свой счет, подчеркнула она.
Эксперт добавила, всего же в условиях неполной занятости в июне 2023 года трудились 4,7 миллиона человек, тогда как в тот же месяц 2022 года таких людей было всего 4,4 миллиона. Ну а осень – пора вязаных шапок. А любая шапка требует особого ухода. Во-первых, это головной убор непосредственно соприкасается с кожей головы и даже с лицом. По этой причине шапку надо стирать как можно чаще и тщательнее, делать это регулярно. Во-вторых, шапки достаточно капризные. Они должны держать форму, чтобы плотно прилегать к голове, а неправильная стирка и сушка могут испортить изделие. Для того, чтобы вещь прослужила долго, важно соблюдать несложные, но обязательные правила по уходу. Сегодня мы стираем вязаную шапочку, вот такую вот, она грязная. И вот и покажу вам, как нужно стирать вообще вязаные вещи. Берем, значит, теплую воду. Это вот шапочка, она полушерстяная. Берем теплую воду, не горячая. Вода должна быть не горячей и не холодной. Вот сюда мы наливаем, ну, любой порошок. Берем любой порошок. Вот так вот немножко сыпем. Даем раствориться порошку маленько. Так вот, шапочку погружаем в воду и стираем. Вода должна быть теплой, комнатной температуры желательно. Если у вас шапочка шерстяная, то она сядет очень сильно. Любую вязаную вещь нужно стирать, не выкручивая, просто воду отжимаем. Вот шапка очень грязная, можно его перевернуть вот так вот. Потом еще немножко вот так вот отжимаем. Шапочку, вот когда все постирали, вот вода уже черная стала, мы его вот таким вот образом, как ткань, не выкручиваем. Мы его вот так вот таким образом отжимаем просто вот руками, чтобы вода немножко стекла. И все, сейчас воду поменяем и ополоснем. Воду поменяли. Теперь вода должна быть такой же температуры, как и при стирке она была. Теперь можем налить немножко кондиционера, ополаскивателя, ну, чтобы был запах такой приятный. И чтобы шапочка была мягкая. Ну, любое средство такое ополаскивающее. Тоже погружаем шапочку в воду. Так вот его тоже ополаскиваем. Теперь мы его тоже также отжимаем. Вот так вот. Сейчас покажу, как его будем сушить. Теперь на сушилке мы стелим полотенце, чтобы вот это остатки воды полотенце впитает в себя. Шапочку сушим в расправленном виде. И сушим таким образом, чтобы она... Ну вот, как вы одеваете его. Если шапочка с отворотом, например, вот так вот, да, то его с этим вот с отворотом так и сушим. Передаем форму и так оставляем мы его, ну на часик, на полтора, пока вот это вот влагу впитает полотенце. Теперь полотенце убираем и шапочку ставим просто вот так вот на сушилку. И возле батареи можно поставить сушилки, и шапочка быстро высохнет. Но обязательно передать форму надо, как вы носите. Это обязательно. А то как высушится, она так и останется. Это был полезный совет от нашей телезрительницы Людмилы Ивановой. Спасибо ей огромное, потому что актуальная информация. Шапки-то вот уже вот-вот кто-то уже носит. Кто-то, я думаю, со дня на день уже будет утеплять свою голову при помощи этого замечательного вообще придуманного элемента одежды, да, шапка, головной убор. Ну, еще такая полезная информация сейчас будет, связана она с питанием. Рациональная сбалансированная диета – важный компонент успешного контроля гликемии. Современные рекомендации по лечению диабета не предусматривают глобальных запретов, однако учитывать и вид продуктов, и их количество необходимо. Каким должно быть питание при сахарном диабете, как составить здоровый рацион и от каких продуктов лучше отказаться, узнавала наша коллега Катерина Винокурова.
Всем здравствуйте! Приветствуем всех телезрителей телеканала Якутия-24. Сегодня в нашей программе мы вам покажем, как приготовить рацион для ребенка, страдающего сахарным диабетом. И сегодня участники нашей программы, это я рада представить Маргарита Никифорова, детский врач-эндокринолог, которая расскажет нам про этот диагноз, да, более подробно. Также у нас в качестве гостей мама Екатерина с сыном Ярославом и шеф-повар ресторана Мусхая. Многие его знают. Это Семен Тарбахов, который, собственно, и будет нам показывать, рассказывать, как это приготовить. Поэтому присоединяйтесь к нашей программе. Думаю, что будет полезно и интересно. Екатерина, расскажите про историю, с Ярославом. Это приобретенный диабет. В этом заболевании мы совсем недавно, нам даже нету еще года. Это случилось в феврале. Дело в том, что не было никаких предпосылок. У нас нету с таким заболеванием вообще никого в семье, поэтому даже не думали, что такое может случиться, и не обратили на это внимание. Но дело дошло до того, что мы попали в реанимацию, и только тогда уже выяснилось что оказывается у нас сахарный диабет первого типа. В первую очередь, конечно же, очень многое зависит от питания, от еды, которая нас окружает, то есть она должна быть в первую очередь натуральной. Поэтому мы, конечно же, больше склоняемся к продукции местного производителя. Все-таки дети нынче чаще начинают заболевать сахарным диабетом? Ну, вообще, постпандемийный или пандемийный период резкий скачок произошел. Если у нас в республике, в данное время 250 детей и подростков болеют сахарным диабетом именно первого типа. Но есть сахарный диабет и первого, и второго. Второй тип, там инсулин не колется. А при первом типе это пожизненная терапия инсулина. Обязательная от 4 до 5 раз. И каждый раз надо синхронизировать введение инсулина и что съел, сколько углеводов. Мы это переводим в хлебные единицы, чтобы было удобно. И ребенок знает на один прием пищи, сколько хлебных единиц он будет принимать с уровнем сахара, инсулина и хлебных единиц. В общем, они все становятся математиками. И мамы, и дети, и врачи. У меня вопрос к Семену, к нашему повару. Вы часто готовите такую в таком направлении, скажем так, правильную еду, впервые ли готовите что-то подобное для конкретно наших мальчика, Я вообще готовил такие блюда, получается, но мы, получается, я услышал слова, то, что после ковида случаев стало больше. Очищают. И также общепит с этим сталкивается уже больше. Из этого бывают такие ситуации, что клиенты просят такие позиции, но мы всегда идем навстречу. Вот у нас сегодня получается такие блюда, как овощной суп. Так. Я немножко расскажу, что мы пассеровали немножко морковь, лук, в очень малом количестве масла растительного. Можно сказать, что многие могут спросить, что можно ли использовать растительное масло вообще. Но как мы можем сказать, что после приготовления жир всплывет, его можно будет собрать, так что ничего страшного. Затем у нас есть сегодня брокколи, они тоже присутствуют в нашем супе, а также картофель. Мы это нарезали все соломкой и уже поставили вариться. Минут через 20 мы можем уже добавить наши соцветия брокколи. Затем мы уже добавим немножко сливок. И параллельно я уже буду готовить нашу чечевицу, а также наш салат с баклажанами. Сейчас я буду приступать к салату с баклажанами. Самое главное в этом салате обработать первичную именно сам баклажан. Мы берем его, берем вилку, берем соль,
Потому что если перед тем, как это все не сделать, баклажан, ему свойственно горчить. Мы его протыкаем вилкой. В домашних условиях все эти блюда можно приготовить. Если вы боитесь использовать духовку, можно немножко приспустить на сковородке. Мы тыкаем это все вилкой. Не бойтесь, можно даже чуть побольше. Можно сразу поперчить. И еще раз посолить. Вот, 5 минут полежит, мы на сковородочку немножко ее приспустим. Сейчас мы можем подготавливаться к супу. Я немножко, как сказать, покажу, что у нас в домашних условиях это все можно приготовить. У нас нужны соцветия. Мы отрываем вот корешки и оставляем именно А это для чего делается? Ну, как сказать, мы уже сегодня обсудили вообще эти блюда. В рецептуре было написано убрать соцветия, именно использовать соцветия. Это вот именно в нашем случае, да? Да, именно в нашем случае. Чечевица как готовится? Мы ее доводим до кипения, минут 10-12, и она готова. Воду сливаем и оставляем. Про углеводы, да? Ну, продукты Я есть научусь. быстро повышающие сахар. Или мы называем в народе это быстрыми углеводами, да? Есть, которые медленные поднимают сахар. Медленные углеводы, это мы должны кушать. Это наш гарнир, да? Вот чечевица, крупы, все макароны, картошка. Мы должны это кушать, просто считать, сколько мы должны, ну, не перебирать. Это дозированно. Да, без перебора. А от быстрых углеводов мы должны отказаться. Ну, я думаю, я считаю, сейчас даже это модно стало. Тут у нас кусочки помидоров, баклажан, лук и петрушка. Тут вообще нет углеводов. Хоть ведрами кушайте, сахар не поднимется, можно сказать. Суп овощной. Тут тоже углеводов нету, ни быстрых, ни медленных нету. Тоже. Ярослав, пожалуйста. Курица. Курица, что есть? Белок. В основном белок и немножко жира. Ну, углевод чуть-чуть есть. Если мы целую курицу сразу кушаем, тогда считаем. Если кусочек там нету, а это медленный углевод. Мы должны кушать, считать и кушать. А блинчик один или вот сразу 3 можно? Ну, блинчик, если большой, он 2 хлебные единицы мы считаем, если на белой муке. А тут блинчики маленького размера, поэтому по одной, ну, тут 3 есть точно. Полноценный обед? Полноценный обед. Ага. Ярослав, с чего бы ты приступил к трапезе? С какого блюда? Салат, клетчатка. С баклажаны все-таки, да? Ну, обычно у нас без баклажанов салат. Ну и твой вердикт? Я думал, баклажаны не вкуснее. Так-то вкусно. Ярослав, спасибо тебе, молодец такой большой ты. Я уверена, все у тебя впереди. До встречи на телеканале Якутия-24. Доброе утро, Якутия! Доброе утро, коллеги! В эфире блок новостей. Доля Китая в российском импорте автомобилей за 8 месяцев составила 92%. По словам временно исполняющего обязанности главы Федеральной таможенной службы России Руслана Давыдова, в вопросе торговых партнеров России стоит обращать внимание на Китай, так как с ними очень сильно выросла торговля. В то же время доля Евросоюза в товарообороте России продолжает снижаться. С 1 августа вступили в силу изменения в постановление правительства Якутии о стандартах для расчета субсидий населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если ранее субсидии рассчитывались на основании нормативных объемов потребления коммунальных услуг, то с августа расчет субсидий производится также в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, но на основании фактически начисленных платежей в пределах нормативов потребления коммунальных услуг с применением тарифов. Напомним, по нашей республике установлен максимальный порог оплаты семьи за жилищно-коммунальные услуги. Доля дохода, которую семья самостоятельно оплачивает за ЖКУ, равняется 15%. Если норматив холодной воды 6,264 куба, мы ранее умножали на количество проживающих, умножали на тариф и начисляли субсидии. Сейчас с 1 августа мы берем фактические начисления. Использовал человек 5 кубов воды, 5 кубов умножаем на тариф и получается размер субсидии. Естественно, также и горячая вода,
водоотведения и другие виды услуг. Началось голосование всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», где нашу республику представляет Лукина Каскеляна Вячеславовна. По словам ее коллег, учительница Бердигистяхской средней школы имени Афанасия Осипова творчески и плодотворно прививает к подрастающему поколению любовь к якутскому языку и произведениям. Она победитель прошлогоднего конкурса «Лучший учитель родного языка республики». Напоминаем, всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка» проходит в Карачаево-Черкесской республике в городе Черкесск. Всего в конкурсе участвуют 72 педагога. Всех жителей Якутии призываем поддержать Каскеляню Лукину по QR-коду, который вы видите на своих экранах в социальной сети ВКонтакте. Голосование продлится до 24 сентября. Отборочные соревнования чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпик» стартовали в республике. В соревнованиях из Якутии принимают участие 25 человек. Они соревнуются в 20 компетенциях из 47, в том числе в категории «Школьники» 10 человек, «Студенты» 13, «Специалисты» 2 участника. Соревнования в очно-дистанционном формате завершатся 30 сентября. Финал национального чемпионата «Обилимпикс» пройдет в Москве с 20 по 23 октября текущего года по 49 основным компетенциям. Спортсмены из республики стали чемпионами мира по гиревому спорту. С 7 по 12 сентября в городе Хива, Узбекистан, завершились первенство мира и чемпионат мира по гиревому спорту. В соревновании приняли участие более 600 спортсменов в составе команд из более чем 20 стран. Это Узбекистан, Россия, США, Англия, Словакия, Иран, Пакистан, Польша, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Австралия, Беларусь и Турция. Спортсмены состязались в дисциплинах толчок и двоеборье по разным весовым категориям. В составе сборной России нашу республику представили 5 спортсменов в категории ветераны. Среди сильнейших гиревиков наши атлеты отличились и завоевали 5 золотых медалей. Мы участвовали в составе сборной команды России в чемпионате мира по гиревому спорту. У нас представителей Республики Саха было 5. Среди женщин 4 и 1 мужчина. Получается, мы участвовали в категории ветераны. И с собой привезли 5 золотых медалей и 3 серебряных. В Якутске с 20 по 25 сентября состоится чемпионат Дальневосточного, Сибирского, Уральского, Северо-Западного федеральных округов по Северному многоборью памяти заслуженного работника народного хозяйства Якутии Виктора Ефимова. Соревнования проводятся в Якутии в 4-й раз. Ранее турнир носил республиканский статус, затем стал межрегиональным. 3-й турнир был всероссийским. В этом году традиционный турнир впервые включен в единый календарный план Министерства спорта России и пройдет под статусом чемпионата федеральных округов. Соревнования пройдут на 3 спортивных площадках – спорткомплексе «Мадун», местности Чочур-Муран и «Зеленый луг». К этому часу это все новости. Увидимся в эфире. Ну а мы в эфире «Утро Якутии». Музей – это академия жизни, святилище истории, приют от вдохновения. Так говорил народный писатель Якутии Саурон Омалон. И действительно, поход в музей – лучший досуг для любого возраста. У нас в республике почти 100 музеев. В одном из них побывала съемочная группа Медцентра Национальной библиотеки Якутии. Экспресс-видеоэкскурсия по Намскому музею истории и этнографии в следующем сюжете. Как и положено, музей этнографии и истории Улуса встречает гостей родоначальник его – намский князь Мымах, один из влиятельных тайонов своего времени. В 17 веке он первым наладил дипломатические отношения с русскими, а сотни лет до этого, возможно, именно в Намцах обитал первый коренной саха. На это намекают археологические находки 2017 года, в частности, костяная пластина, фрагмент доспеха воина, а ныне это самый древний артефакт музея. Датировка является 9-11 веком. Это говорит о том, что якутский народ жил именно в этой местности из давних времен. Это уже где-то на протяжении уже 1000 лет, когда еще русские завоеватели сюда еще не приехали, да, и татаро-монгольской ига еще не было,
наши якутские предки тут уже обитали. И в веке 20-м Намская земля взрастила выдающихся людей, чья жизнь повлияла на развитие всей республики. Это государственный деятель Илья Винокуров, палеонтолог Петр Лазарев, первая мать-героиня Ирина Кривошапкина. И, конечно, особняком имя Максима Аммосова. Оригинальное свидетельство любви земляков можно увидеть в самом центре музея. Советский Урал, на котором в 1977 году был совершен пробег в память о легендарном Аммосове. Их цель была посетить места, где работал Максим Кирович Аммосов. Это Казахстан, Киргизия и Москва. Можно сказать, вообще смелые парни, да? В музее более 6000 экспонатов. Богатый материал повествует о быте, фауне, истории Улуса. Зал этнографии традиционно самый зрелищный. Чем жили предки, что ели, как спали. Музейные работники раскрывают жизнь детально. Но даже они встречают немало загадок из прошлого. Здесь мы можем увидеть уникальные экспонаты, да? Это чоран с ручкой мы видим и кытыя с ручкой. Наши гости всегда остаются в удивлении, потому что чораны с ручкой — это как-то из ряда вон вообще. Примерно 19 век, наверное. Это уже, мне кажется, с приходом русских связано. Намский музей истории и этнографии с этого года рад встречать гостей в новом Дворце культуры и духовного развития имени Максима Аммосова. И приезжать сюда надо на целый день, а то и два. Татьяна Павлова, Михаил Соловьев, Медиацентр Национальной библиотеки Якутии. Ну а в Тюмени профессионально готовят собак к пастушьей службе. Это кинологическая дисциплина для городских собак, позволяющая четвероногим друзьям реализовать их инстинктивное породное поведение. В Тюмени работает единственная пастушья школа в регионе. Здесь собак обучают пастушьей службе, готовят к состязаниям и проводят регулярные тренировки. Супер, малыш! Супер! Эй! Да-да-да! В Тюменской школе «Черная овечка» профессионально готовят собак к пастушьей службе. Основатель организации Анастасия Суворова и владельцы собак тренируют питомцев управлять небольшим стадом овец. Вот, чтобы ровнее шел. Опять палочкой, чтобы носов. Рони! Рони! Пойдем! Когда собака заходит и раскрывается, то есть она показывает свое природное предназначение. Она показывает то, что в нее заложено природой, то, для чего разводились и выводились эти породы, да, то, что сейчас забылось. И большинство собак сейчас, предназначенных именно для пастьбы, они не могут реализовать свой инстинкт. Они, собственно говоря, больше диванные. По словам женщины, в школу принимаются собаки не только традиционных пастушьих пород, такие как овчарки, корги и бордер-колли, но и четвероногие любой другой породы. Для каждой собаки тренировки проходят в каком-то, наверное, индивидуальном режиме, а поскольку все собаки разные, как по породности, да, так как бы и по темпераменту. У нас также есть овцы под разных собак, то есть под разную породу. Если это бордер-колли, это собирающий стиль, соответственно, это дикие овцы. И у нас также есть 2 стада овец. То есть овцы для более, скажем так, опытных собак, да, и овцы для собак начинающих. Валентина Корнева привела собаку на обучение пастушьей службе в надежде сделать характер своего питомца более спокойным. Мне досталась собака из рабочего класса, которая без пастьбы вообще жить не может. Я была уверена, что у нее проблемы с головой и с нервами, потому что она приехала ко мне в 3 месяца, и она уже с этого времени пасла всех и вся. То есть мы не пропускали мимо себя велосипеды, самокаты, детей, животных. Прогулки — это, такой адок был. Поначалу на первых тренировках это было просто дикое какое-то беганье. Она кружила этих бедных овец по полю, она в них врезалась. То есть тренировка минут 15 вот в таком темпе проходила. И собачка выходила оттуда с высунутым языком. По словам основателя пастушьей школы Анастасии Суворовой, многие современные городские собаки превратились в диванных, а их тренировки развивают умственные способности животного, дисциплину, ловкость и смелость. Но американский метеоролог ведет программу совместно с кошечкой Бетти. Джефф Лайсон после эпидемии коронавируса перешел в режим удаленной работы. Он обнаружил, что дома сосредоточиться сложнее, если там живут питомцы.
Во время одного из эфиров, проходящего у него в столовой, в кадре появилась пушистая домашняя питомица. Она терлась о ноги Джеффа, и режиссер эфира попросил метеоролога показать зрителям кошечку поближе. Но после такого дебюта Бетти стала настоящей звездой прогноза погоды и стала появляться во всех последующих выпусках. Благодаря кошке рейтинги программы моментально выросли, а ролики с участием Бетти стали вирусными в социальных сетях. Ну вот, собственно, у нас тоже кошка была бы, но ее нету. Возможно, у нас тоже рейтинг. Рейтинг бы повысился. Вот так резко. Да. Тут же вопрос о взрывном рейтинге. Тем не менее, действительно, кошки, это же всегда был такой тренд интернета. Интернет начинался с котиков. Если вы этого не знаете, значит, вы не жили в эпоху настоящего интернета. Вот, собственно, до вот этих всех ваших социальных сетей были только котики. Котики создали сети. Вот. Но в целом, дорогие друзья, раз мы заговорили про метеоролога, раз мы заговорили, да, вот про эту важную такую профессию, благодаря которой узнаем мы, что за окном, давайте тоже выступим еще раз в роли вот этих ребят, которые рассказывают с телевизора о том, чего ждать за окном, и напомним, что же у нас сегодня происходит в Якутске. Да. В 6 часов утра температура воздуха была минус 3 градуса, то есть уже мы в минусовые отметки уходим, осень уже наступает, ой, мамочки мои. 752 миллиметра ртутного столба было с утра, ветер юго-западный 1 метр в секунду всего лишь дул, а сегодня днем в столице региона ожидается без осадков, ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. И при этом всем температура воздуха днем прогреется максимум до 10 градусов тепла. Ну, конечно, рядом с тобой не хватает котика. Я думаю, было бы все намного милее. Уютнее. Ну, а нам пора прощаться. Эфир подходит к концу. Всем хорошего дня, отличной недели, позитивного настроения. Оставайтесь на нашем канале. Всего доброго. До встречи.